Арзаметный, Арзаметный Муразович, как величает дом управления, где он инженер, смотрел телевизор. Драматический балет на сцене Росдрама. Так анонсируют «Землянику» актеры, режиссер и даже те зрители, которые уже видели эскиз в рамках лаборатории Сандро. Возможно ли национальная драматургия без традиционных костюмов и других этнографических элементов? Национальный материал будет подан в совершенно необычной, неожиданной форме. Вот. И также это зацепило меня как актера, потому что у нас есть уже спектакли, да, наших местных авторов, которые сыграны достаточно традиционно, зритель приходит, и для него как бы это ожидаемо в принципе. Да. А тут такая подача, что даже когда мы в лабораторном процессе ставили, я не понимал, как воспримет зритель. Это вот ты выходишь, и ты не знаешь, либо это примут, либо скажут: нет, 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 как так, почему это, где папахи, где вот это все. И этим было интересно, потому что и лаборатория — это возможность пробовать. Герой Рубена Допеляна – этакий сухумский Обломов, диванный критик, изобилующий поначалу иронией и сарказмом, а «Земляника» – современная экзистенциальная драма об утрате корней, о разрыве города и деревни, матери и сына, о том, как мужчина, который рожден действовать, превращается в инфантильного человека, которому даже за аджикой на рынок лень поехать, и о том, как неизбывны наши чувства вины и долга перед родителями. Драматический балет, это я называю, это мне очень нравится такой жанр, когда артист встроен как бы в рисунок роли, в композицию, как в танец, когда нет свободного существования, импровизации, кто как хочет существует, а когда все построено до поворота головы, когда все вместе в унисон говорят вчетвером текст, как хор. Мне нравится такое. Мне кажется, это очень здорово подходит этому материалу. И именно этот прием, этот материал вскрыл как нельзя лучше, как мне кажется. Слушайте, мы наслушались только каких-то восторженных, положительных слов, потому что для всех это шок, и для меня в том числе. Это был эксперимент только в моей голове. В тумане я видел набросок того, как это может быть. Мне было важно, чтобы это была такая вязкая, немножко такая медитативная история. А как это воплотится, я не понимал, потому что артисты же тут все горячие, очень такие, вот. А этот нужно себя собрать и играть абсолютно, условно, европейский театр, да. Вот. Я не знал, как это соединится, и соединилось как нельзя лучше. Это такая эклектика очень здоровская получилась. Традиционный абхазский текст и такой современный европейский язык театра. И вдруг они так слились, и произошло какое-то чудо. Для меня, для самого, до последних там уже репетиционных каких-то предпоказанных прогонов было непонятно, получится это или нет. Только когда сел зритель в зал, и они начали, и через 2-3 минуты я понял: все, мы победили, в смысле, сами себя. Может ли текст звучать четко, ясно, цепко для внимания зрителя, если при этом актер остается вне движения, в статике? И может ли бить в сердце содержание, сюжет, если происходящее на сцене не расцвечено постановочными эффектами? И у нас получился такой какой-то театральный балет, то есть мы все дышим в одно дыхание. Это, кстати, очень сложно технически. Мы сами входим, и зрителя хотим ввести в какой-то такой вот транс, как медитация. И при этом открываются очень какие-то такие важные темы, потому что само произведение это несет. И у меня до сих пор иногда слезятся глаза, я уже думаю, когда они перестанут, потому что там есть какие-то моменты, которые очень сильно попадают. И вообще мы так как бы делаем главного героя как такого менеджера среднего звена, такого Обломова, который немножко остыл к этой жизни и как будто ненарочно, а может нарочно, я не знаю, забывает про какие-то очень важные вещи. И у него еще есть возможность их вернуть. Пока люди с нами, пока мама есть на свете и папа есть на свете, всегда можно все вернуть. В эти выходные 8 и 9 февраля премьера «Земляники» на сцене Росдрама. Элеонора Гилаян, Тимур Гогохия, Абаза ТВ.